Дорогие туркменистанцы, вот сейчас он съездил в Америку, и он встретился с частными предпринимателями. Это те люди, которые являются частными владельцами предприятий. В Туркменистане таким был мой муж, Гильдык Яризов. И я обращаюсь к тебе, Курбан Кули. А ты что туда поехал? Тебе что там надо было? А? Ты что хотел увидеть? Вот, например, когда мой муж был министром, это к нему приезжали вот эти люди, и это у него брали совет, как выращивать лошадей. И как самое главное, получать вот таких красавцев, которые стояли на нашей конюшне. Ты опоздал, понятно? На сколько лет? С 90 какого? В 98 году была международная конференция, которая проходила в Америке. И мы там были. И там были все частные владельцы лошадей. И к твоему сведению, да, эти лошади стоят огромных денег. И они тебе это показали, какие должны быть конюшни, и какие, а вот таких лошадей, которые были на нашей конюшне, и ты их видел вместе с Мейснером, когда ты приезжал к Гильдык Яризову на конюшню. Вот что такое иметь в частных руках лучшее поголовье мира, которым обладал Гильдык Яризов, и который ты уничтожил. Лучший всемирный генофонд, который был. Причем взял насильно. Ты подключил прокуратуру, продержал нас до 5:30 утра. Вы угрожали насилием. Вот так вот это было все изъято. Возбуждали уголовное дело. И для тех, кто пишет в комментариях, вот таким миллиардером, вот он приходит и берет советы. А здесь сидит человек, который делал и обладал вот этими огромными средствами, которые были у нас на конюшне. Причем это было частное поголовье. И сделанное Гильдык Яризовым. Не каждый человек может это сделать. Ты не сделал и не сделаешь. Потому что этих представителей нет. И вот за это и платишь деньги, которые стоят вот таких денег. А ты ездишь и берешь советы, какими должны быть лошади. Лошади должны быть такими, которые стояли у нас на конюшне. Лошадь должна быть такой, каким стоит он в гербе, национальном гербе Туркменистана. Это Янардак. Юля, это линия Факир Пальвана, лучший представитель, он чемпион мира, да, он лучший представитель породы. В целом был чемпион. Ты думаешь, просто так эти цены? Создай, что ж ты не создал, а? Какие ты советы у них берешь, что они знают? Лучший специалист мира это Гильдык Яризов. Во-первых, в 94 году я первый избранный в Дубне в России президент Международной ассоциации Ахалтекинского коннозавода. Опровергните. Если вы можете, скажите, что это не так. Первый это Гильдык Яризов, потом Ниязов, а потом только пришел ты. Да, и ты попытался все это вокруг себя создать. Но ты понимаешь, вся беда в том, что если ты сейчас приехал, пытаешься там умничать, что-то разговаривать. Ты что, знаешь структуру линейную породы? Ты знаешь маточные гнезда? Ты знаешь выдающихся лошадей? Ты знаешь их педигри, родословные? Ты знаешь сочетаемость линий? Ты же не знаешь это, ты же неуч. Точно так же, как ты пытался и опозорил всех мастеров-жокеев. Ты скакал и показывал, что даже ты их обгоняешь, а? Чё ж ты своего циркача держишь отдельно? Не хочешь круче него на лошади повертеться? Потому что ты чуть не свернул шею, когда скакал, а? Ты выпендривался, ты унизил коннозаводство Туркменистана.
Ты просто превратил его в цирк. А мы, когда ездили в Швецию, мы разговаривали с сестрой королевы Швеции. И ее муж спросил меня: а вы ездите до сих пор на лошади? Я говорю, да. И он мне сказал, да, я тоже каждый день езжу на лошади. Это люди совершенно другие. И они к частной собственности относятся с уважением. И вот ты был в Америке, когда ты там разговаривал, ты знаешь, что там частная собственность священна. А ты что сделал? Ты рекетирским образом отнял, распределил по силовым структурам, перевел якобы на конный завод, так? Возбудил уголовное дело на Юлю. Вот чем ты занимаешься. Ты позорник, вот ты пришел сейчас в Германию. Кому ты интересен? Что ты можешь рассказать? Вот эти вот международные конференции, это же я начинал. Это я делал. Это я организовал, и им было интересно приехать, послушать, увидеть. А с тобой что? Ты на халяву там что-то приведешь, сам что-то промычал, прогнусавил, и все, и дальше ничего нет. И на этом закончились все вот эти вот международные ассоциации и так далее, правильно? Они никому не нужны, потому что ты не конозаводчик. Ты просто ты захотел хапнуть имя Яна Ардага, присвоить хотел, якобы где-то у него в предках стоит Авакули. Но отец Авакули из села моей матери, Бекназар Тур, я уже говорил. Ты хотел хапнуть имя вот этого племенного хозяйства, откуда вышел Ян Ардаг, Ахал-Юрт. Ты нагло, рекетирски отнял все поголовье. А теперь сидишь и, значит, ты как курица на яйцах. Тебе говорят, слушай, вынесено решение Верховного комиссариата ООН. А? Вот ты сейчас проехал столько дней, просто вот так вот, ты помыкался. Ты стал показывать, потому что там создавался Совет мира. Туда тебя никто не пустил. Ты там не рукопожатный, ты никто. Поэтому теперь ты что же интересно? Решил показать, что якобы там тобой интересуется, здесь. А что ты как эта обезьяна твоя вот на цепочке, которая пирли? Чего ж ты не покажешь себя, как ты можешь джигитовку делать? Покажи. Не хватит у тебя духа. И самое главное, народ Туркменистана. Вы сами все видели, с кем он встречался. Это были не лица государственного уровня. Да, это были бизнесмены. Это были люди, у которых есть частное, собственное предприятие, хозяйство там, ну в данном случае хозяйство. Он приперся там, где стоят лошади. Но у нас ты забрал. И вот за это ты ответишь.